Всей моей поддержки спасибо огромное. Я чувствую ее всегда, ощущаю. Спасибо большое. Вот мы сделали это. Давайте порадуемся вместе. Спасибо. Дима, Дмитрий Бивол абсолютный чемпион мира. Что ты чувствуешь во время озвучения этой мысли? Слушай, да И это факта, вообще точнее. обалденное чувство, потому что я шел к этому, когда только я пришел в профессиональный бокс, была цель стать абсолютным чемпионом мира. И вот я ее достиг. То есть планомерно, да, были определенные потрясения, там, сложности, всякие разные операции, не было боев там по 1,5 года. Но в итоге все вот так вот сложилось благодаря команде нашей и упорному труду. Я вообще очень рад. Смотри, все, ты добился, получай свои цели, но тут такой классический вопрос журналиста. А что дальше-то? Что лучше этой конечной цели может быть? Можно закрепляться в истории бокса, да, то есть у нас есть определенные абсолютные чемпионы, да, но чуть они не закрепились, да, вот как англичанин Тейлор, да, по-моему, был. Джош Тейлор. Джош Тейлор, да. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы как-то закрепиться. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы завоевать какой-то пояс в другой весовой категории еще. Не знаю, в российском боксе есть чемпион в 2 весовых категориях? Абсолютно точно нет. Не абсолютно, вообще есть чемпион? По-моему, нет. Да. В 2 весовых категориях имеется в виду? Да. Нет, нету. Да, может быть, такую цель поставить. То есть надо подумать, потому что до этого я не думал об этом. До этого была вот эта цель, мы ее достигли, нужно отдохнуть, залечить свои раны, в порядок все свои дела привести и ставить новые цели. Ну смотри, после первого боя Артур Бетербиев дал тебе реванш, да, хотя в контракте это не было прописано. Ну, тут, я понимаю, можно то же самое сделать. Да не проблема вообще, конечно, это если будет предложение о реванше, конечно же, надо будет это делать, да, как иначе. Ну, для тебя это в приоритете или, может, там какие-то другие вызовы? Не, я бы, конечно, так по-правильному дать реванш Артуру, да, это как бы будет правильно. Если, но вы же понимаете, да, то есть это не от меня тоже зависит, да, то есть будет ли интересно организовать этот реванш. То есть так же, как и было бы интересно, так же, как и до этого, не было интересанта, кто бы организовал этот бой за абсолютного. Вот сейчас, если захотят, захочет турки Аль-Шейх провести этот реванш, то, конечно, да. Ты в этот раз успешнее противостоял прессингу Артура. За счет чего это удалось? За счет работы в лагере правильной, за счет моего настроя, за счет вообще более правильно подошли в этот раз к бою. Вы меняли многое в подготовке? Вот? Не особо много, но были определенные, да, изменения. После 9-го раунда не было мысли пойти за нокаутом, потому что ты уверенно себя чувствовал в ринге? Нет, у меня такой мысли никогда, если честно, нету. Пойти за нокаутом. Есть мысль только следовать своему плану. А такая вещь, как нокаут, она может прийти, да, может нет. Она как бы так раз и пришла. А была задача, да, встречать, отвечать, там, контратаковать. Что творилось в углу после 4-го и 5-го раунда? Было, в принципе, все спокойно. Было давление на то, что нужно двигаться, то есть следовать своей задаче, да. Дим, мы с тобой общались, по-моему, перед боем с Бетербиевым и спрашивал тебя, какое место бы ты в рейтинге вне зависимости от весовых категорий себя поставил. Ты скромно не стал себя никуда включать, но сегодня, имея все пояса, включил бы себя хотя бы в топ-5? Ну, наверное, имея все пояса, да, я... Сколько у нас абсолютных чемпионов сейчас есть? Ты и иное, все. Как? И Усик, да, 3, да. Усик, Кроуфорд, да, там, Нет, Кроуфорд Канело. уже не абсолютный. Но все равно, как бы, эти люди, как бы, да, Кроуфорд — это один из моих любимых бойцов. И Ноя, да, это классный боец. Усик, ну вот, да, где-то вот рядом мы.
теперь, благодаря Ты поясам. скромный. Да, скромно, скромно очень. Ну, я же не слежу за их карьерой, я слежу за своей, да. То есть я не знаю, насколько хороши они в своих весовых категориях. Усик – это чемпион в 2 весовых категориях. Кроуфорд тоже. Ну, как бы тут тягаться, ребята достигли по своим поясам, ну, больше, как бы, что тут, как бы, скрывать. С Артуром о чем пообщались после боя? Да не общались у нас абсолютно. Ну, Я подошел только к фразы Артуру, обменялись. там, да, я ему сказал, что я ему благодарен, Артуру, за бой, я его уважаю. Я когда был в сборной, я всегда на него смотрел так, как на лидера, и спасибо ему за эти бои. Он сказал, да, это спорт, бывает, ты молодец тоже. Пожали руки. Потом прошло какое-то время, Артур подошел к команде, так, кулачок пожал, сказал, руки жать не будем, потому что нас ждет 3-й бой, не проблема.